Один из интересных телепроектов «Твои люди Якутия» дает возможность открыть страницы истории, взглянуть другими глазами на события, людей, увидеть, как многое меняется. Героиня сегодняшней передачи расскажет о мощном пласте истории одной из трудовых династий, педагогической династии в Алекминском районе, в селе Второй Нерюктяинск. Именно оттуда идет ветвь длиною более 200 лет. Ольга Анатольевна Солдатова. Да, действительно, наша династия, трудовая династия педагогов Корниловых на сегодняшний день, на этот 2023 год, составляет 237 лет. И это, значит, трудовая династия по прямой линии, именно 9 человек. Всего вот 9 человек, и стаж составляет 237 лет. Ну, наша семья берет корни с трудовой династии нашего главы династии, моего дедушки Корнилова Николая Михайловича. Он педагог еще советского времени. Образование получил еще до советского времени. И вот история получения им образования очень интересна. Его даже можно сравнить с тем, как Ломоносов дошел до Москвы из Архангельска и получил образование. Точно так же и он. Из глубокой Сибири, из маленького селения Нелет возле села Каллах. Он там родился. Его отец рано умер. Его воспитал дядя Дмитрий Иванович Корнилов. Их было двое. И вот этим двоим своим племянникам он дал высшее образование. Очень редкое по тем временам до революции. Они учились сначала в Калахской церковно-приходской школе, потом учились в Алекминске, также в реальном училище. Затем продолжили обучение в Якутске. И мой дедушка поехал дальше учиться в Иркутскую семинарию. И вот таким образом он обучился. Дальше, когда Иркутская вот эта учительская семинария была реорганизована в институт, он дальше учился в учительском институте и получил такое вот редкое по тем временам образование. Ну, его брат был ветеринаром тоже с высшим образованием, а он стал педагогом. И вот, окончив Иркутский педагогический институт с 1909 года, он работал сначала в Якутске, потом в городе Алекминске в реальном училище. И нашел, значит, его назначили, ну тогда же по назначению все было, назначили во Второй Нерюктяй, где он 7-летнюю школу реорганизовал в школу крестьянской молодежи, ШКМ тогда называлась. И вот с тех пор 50 лет своей жизни он отдал работе в школе. Сначала заведующим, потом директором, потом педагогом. Ну, вот так вот начиналась династия педагогов Корниловых. У него было 2 детей. Это наши родители, мой отец Анатолий Николаевич Корнилов и его единственная дочь, по мужу Захарова Надежда Николаевна. Ну, от них нас тоже детей только 2. Вот я и сестра моя Варвара Иннокентьевна, которая работает успешно вот во Второй Нерюктяинской школе учителем русского языка и литературы. Вообще специальность у Николая Михайловича очень интересная. Он учитель русского языка и литературы, словесник. И
И вот уже 4 поколения, следующие за ним, все учителя-словесники, ну кроме меня. Все учителя-словесники, учителя русского языка и литературы. И вот моя как будто племянница Надежда, она сейчас тоже окончила где-то 7 лет назад ЕГУ и является тоже учителем русского языка и литературы. Ну, поэтому вот чем она, эта династия отличается от других, возможно, вот этим. Он 50 лет своей жизни отдал образованию. Он является одним из основателей Второй нерюктянинской школы. Работал в самое трудное время, в годы становления молодой Якутской республики. И кроме того, что он работал в школе, он еще работал над ликбезом, ликвидацией безграмотности среди взрослого населения. И вот его супруги тоже являлись педагогами и работали тоже вот именно по ликбезу. И, значит, когда еще он продолжал обучение в городе Москве, там после Иркутска, значит, продолжил обучение в Академии коммунистической молодежи имени Надежды Крупской. И вот там он встретился с писателем, якутским поэтом Кюнде. И, значит, есть фотографии, но есть очень много интересных передовых людей того времени в Якутии. И, конечно, вот ликвидация безграмотности стояла на очень таком важном, значит, моменте, важном этапе, потому как безграмотных в то время очень много было. Поэтому он со своим сокурсником Григорьевым создали букварь для ликвидации безграмотности. Один из первых букварей. И он был напечатан на латинском алфавите в городе Москве вот, при содействии именно Кюнде. И это очень интересный букварь. Если в него вдаться, конечно, там можно понять о том, что значит, они постарались обучать не только грамоте, но и культуре, развитию культуры, развитию, значит, просвещения людей того времени. Они старались им дать понятие, какая техника есть. Про трактора рассказали, про сеялки рассказали, да? Про вред курения рассказывали. И, в общем, букварь очень такой злободневный по тем временам, даже сейчас, да, вот если про курение можно говорить. Вот таким образом, да, и работал он и в годы вот гражданской войны, и в годы Великой Отечественной войны. Конечно, Родина высоко оценила его труд, и в 1945 году он получил первый орден Ленина за свой учительский труд. В моем детстве он был очень известный человек в родном селе, в Алёбинском районе, даже в Якутске. Когда мы с ним шли по улице, все здоровались с ним, все знали его. И когда я называла себя, они спрашивали: да, вы внучка Николая Михайловича, потому что тысячи и тысячи его выпускников, учеников, окончивших, ну, обучавшихся у него, были очень благодарны ему. Они вот, когда он уходил на пенсию в 60 лет, подарили ему такой рукотворный альбом, да? Альбом, в котором, значит, до сих пор у нас хранится в семье, в котором свои воспоминания написали. И вот через этот альбом я узнала об известных людях республики, об известных людях района. Ну, одного даже возьмем Павла Петровича Габушева, да? Хирурга, военного хирурга. Вот он очень, значит, известный в республике человек, он обучался у Николая Михайловича. И вот
просто очень подробно описывал, как он встретился с ним, как смотрел на него, что он сказал, какие слова говорил. И с огромной благодарностью о том, что вот все, что он сделал, вот его как бы вело по жизни, и что он стал таким полезным своему обществу человеком во всем, как говорится, вклад Николая Михайловича. Ну, об этом и обо всем, значит, обо всех воспоминаниях с сестрой Варварой Иннокентьевной мы постарались сохранить это все. Ну, сначала наша мама Надежда Николаевна, а потом мы с Варварой Иннокентьевной постарались сохранить память для того, чтобы поколение, как бы наши поколения и дети, детей, которых он учил, чтобы они помнили и знали о нем, да? И чтобы эти воспоминания, значит, могли помочь молодому поколению, возможно, да, при выборе пути. Потому что все, кто, значит, писали о нем, воспоминания свои, все обязательно говорили о том, что он является нашим, как бы, путеводителем. Вот. Он помогал нам выбрать свой путь профессиональный. Поэтому, ну, кто это такие, об этом мы все изложили в этом сборнике. «Учитель, он как свет в пути». В этом году мы издали. Мы его посвятили столетию ИАССР и году педагога и наставника. Ну вот, как раз вот этот альбом, о котором я сказала, является основой вот этого сборника. И вот люди, о которых я говорю, да, вот, военный хирург Павел Петрович Габышев, заведующий отделом торговли Минторга Корнилов, вот, преподаватель ИАПИ, доцент Якутов, значит, ну и очень много. Это подполковник Георгий Еремеевич Попов, ветеран Великой Отечественной войны. Это Михаил Федорович Габышев, доктор экономических наук, профессор, заслуженный деятель науки ИАССР. Вот все они являются его учениками. Вот почему нас с сестрой сподвигло на издание вот этой книги, потому что вот в 2002 году, в марте месяце, распоряжением правительства правительства Республики Саха-Якутия второй нефтяинской школе присвоили имя Николая Михайловича Корнилова. Ага. Так, и поэтому, конечно, нас это обязывало ко многому. Поэтому вот каждый ведь ученик должен знать, почему именно это его имя носит, да? В чем его заслуга? Что за человек этот, да? Какой вклад внес? Какие ученики учились у него? Ну, вот это все надо передать будущему поколению. И поэтому мы вот сделали вот такой сборник. Постарались там, значит, осветить все то, что мы хотели оставить в школе и, значит, молодому поколению. Минули десятки лет, но, видимо, столь весома благодарность и память о человеке, что спустя годы у школы торжественно открыты бюсты Николаю Михайловичу Корнилову и Старостину Петру Алексеевичу. Ура, товарищи! В стенах родной Второнелюктяинской школы хорошо помнят о талантливом педагоге и человеке. Школа, такая большая школа, которая являлась в свое время, как говорили, кузницей кадров именно даже республики. Из него вышли много известных людей, например, Зоя Афанасьевна Корнилова,
вышла именно, и училась тоже там. Раньше же все, ото всех сел, значит, съезжались именно во вторую нефтяникскую среднюю школу. Учились, начиная от Харинцев, кончая Добаном, от Тако, Кылах, все там учились. И поэтому вот, много известных людей, много специалистов республики именно начинали свой путь там. Я помню, что в одном, когда мы выезжали вот в школу, Нефтяинска, нам рассказывали, что даже вот лампочка, она одной из первых появилась именно в этой школе. Еще нигде практически их не было. Да. То есть вот такие, она с самого начала была еще передовой. Да, ну в этом, конечно, очень большая заслуга Николая Михайловича, потому как вот по архивным материалам, я смотрю, он часто командировался в Якутск, в Москву, и все время оттуда привозил что-то. И вот школу оборудовал, он создал первые учебные кабинеты. И школа была очень даже оборудована даже теми предметами, которых я сейчас в школе не вижу. Кабинет физики – это вообще, даже когда мы учились, он был заполнен всевозможными приборами. И мы, когда учились, мы вот это электричество получали там, да? Ага, вот эти реле разные вот были, ага, они показывали силу тока, да, это все было. Сейчас, ну, уже все по-другому, конечно, да, все электронно. Но для тогдашнего времени, когда все это надо было привозить, да, и привозить чем и как, это было очень даже, я думаю, очень даже трудно. Конечно. Да, очень даже трудно. И вот, конечно, учитывая вот все его заслуги не только в обучении, да, но и в создании материальной базы, значит, кроме школы, они построили тогда с коллективом мастерскую, они построили интернаты вот для тех детей, которые съезжались со всех сторон, да. 4 поколения вот продолжает его труд. Я думаю, да, и в дальнейшем тоже продолжение будет. Мне хотелось все-таки узнать, вот как получилось, что вот ваш выбор именно вашего, как он получился, вот этот выбор, на чем он основан был? То есть у вас и мысли не было о другой специальности? Глядя на профессию своего родителя, человек все равно становится ближе к ней, абсолютно ближе. Как-то другого не видишь. Что сестра, что я, мы с младенчества играли только в школу, я помню. Мы усаживали своих кукол, свои игрушки. Ну, я сначала сестру учила со своими куклами, потом она тоже выросла, учила своих кукол, своих друзей и так далее. И я вот как-то не представляла, что кроме профессии педагога какая-то есть. Почему-то вот такой вот стоял. И вот дети, значит, моей сестры, все 3 детей тоже педагоги. Да, и одна из них вот как раз-таки учитель-словесник. Того же самого. Да. Сейчас говорить о наставничестве, да, взглянув вот в те годы, когда основывалась ваша династия. Вот каким оно тогда было, как вы считаете? Тогда, в принципе, не было таких программ, да, не было таких проектов, оно проходило само собой. И можно ли сказать, что вот ваш основатель, он тоже наставник? Ну, конечно, я считаю, вот из тех времен, скорее всего, вот и пошло это наставничество. Потому как я, например, видела его фотографии, где он сидит с молодыми педагогами. Именно вот в этой книге есть такая фотография. И он видел фотографию, где он заходит на уроки молодых педагогов. И, естественно, педагогов было мало, и поэтому они старались, конечно, передавать свой опыт именно вот молодому поколению, да? Так. И, ну, они были наставниками не только
педагогам, но и вот именно своим выпускникам. Потому как наставляли их на путь, как говорится, дальнейшего их пути. И я считаю, вот это как раз-таки можно и назвать наставничество. Вот есть был, значит, наш знаменитый земляк, тоже Филатов Алексей Алексеевич. Он часто, когда приезжал из Москвы, он приезжал к нам в семью обязательно. Часто он приезжал в Нерюктай на свою родину и, значит, был в нашей семье обязательно. Почитал он своего учителя и нам рассказывал, тогда еще и дети были, но потом еще постарше стали, и он всегда рассказывал, что вот именно Николай Михайлович его наставлял и помог обучиться именно этому военному делу. Ага, он сказал, я говорит, принял решение стать военным. И пришел к нему за советом. И он мне, говорит, дал стопку книг и сказал, вот когда ты эти книги все, значит, прочитаешь, и они тебе помогут поступить. И я, говорит, взял эти книги в охапку, сел в пароход и весь свой путь до Москвы читал. Ну и вот он поступил в Омское военное училище, по-моему, и стал вот военным, одним из наших героем. Детственный якутян, он награжден орденом Александра Невского. Так, вот второй Нерюктай гордится еще одним своим земляком, Алексеем Алексеевичем. В 1999 году мы задумались и учредили премию имени Николая Михайловича Корнилова, которую, значит, вручали лучшему выпускнику школы. Ну, здесь вот запечатлены 3 лучших выпускника, 3, значит, выпускника, обладателя этой премии. Значит, первое, кто стал обладателем премии, это Сорошева Наталья Викторовна. Сейчас она Луковцева Наталья Викторовна, общественница в Якутске, работает. Очень, тоже медийный, известный человек республики. Она вот в 1999 году получила эту премию. Затем она поехала в Санкт-Петербург и окончила институт Герцена. Ну, с тех пор, вот с 1999 года, вот, более 20 лет, мы вручаем эту премию ежегодно лучшему выпускнику от династии Корниловых. А корниловские чтения, они тоже часть? Они, да, часть. Это уже школа, да, это уже школа, вот уже более 20 лет тоже, да. Школа учредила, такую традицию. Ежегодные районные педагогические чтения. И, значит, со всего района приезжают учащиеся, педагоги, а в последнее время они учредили секцию еще и родителей. Ага, и встречаются, и, значит, проводится это районное педагогическое чтение. Ну, школа очень радует то, что до сегодняшнего дня, значит, высоко держится имя своей родной школы, имя Николая Михайловича Корнилова. До сих пор она как бы знает его хорошо. И буквально вот несколько лет тому назад поставили бюст-памятник первым директорам, это Николаю Михайловичу и Петру Алексеевичу Старостину. Обязывает ли к чему-то принадлежность к такому роду? Ну, с последнего начну, конечно, очень обязывает. Вообще во всем стараешься думать
а это ли я правильно даже сказала, да, и правильно ли я сделала. И стараешься как бы своим детям и внукам доводить это о том, что они являются членами вот такого рода, имя которого нельзя как бы, да, опорочить. Ну что ж, вот мы закрываем еще одну страницу, которая показала, как же тесно переплетается прошлое, настоящее и будущее. Как крепкие корни дают большие силы молодым ветвям.